Здесь даже отметили. Детский сад номер 56, Пушинка. Ну все. Детский сад Пушинка, номер 56 забыла сказать, давай заново. Детский сад номер 56 Пушинка, Управление образования администрации города Якутска, дошкольное учреждение присмотра, ухода и оздоровления для детей с повышенным риском заболеваемости туберкулезом. В нашем детском саду 5 групп. 4 группы санаторные, круглосуточные, с 6-дневным режимом работы, и 1 группа для здоровых детей с 5-дневным режимом работы. В детском саду работает сплоченный творческий педагогический коллектив. 5 педагогов имеют высшее образование, 4 педагога – студенты СГПА, 4 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 3 педагога высокую, 2 молодых специалиста. Основная задача детского сада – оздоровление детей с целью профилактики туберкулеза. Наряду с этим мы решаем задачи физического, нравственного, эстетического, интеллектуального воспитания. Наряду с типовой программой в своей работе мы используем программу «Радуга» Дороновой, элементы программы «Я человек». Выключай. Ты же снимала все это время. Ага. Ирина Михайловна, у тебя на паузе не стояла. Основной задачей детского сада является оздоровление детей с целью профилактики туберкулеза. Наряду с этим мы решаем задачи физического, нравственного, эстетического, интеллектуального воспитания детей. Наряду с типовой программой в своей работе мы используем программу «Радуга» Дороновой, элементы программы «Я человек» Козлова, «Юный эколог» Николаевой. Обучаем чтению детей по методике Журовой и Зайцева. В математике мы обучаем детей по методике Петерсон. Педагоги и воспитанники детского сада принимают активное участие в общественной жизни города и республики. Так, в марте 2000 года воспитанники детского сада стали победителями на смотре-конкурсе детских рисунков на тему «Здоровый образ жизни». В ноябре 2000 года стали дипломантами республиканского смотра конкурса «Мой мир в новом тысячелетии» Национального фонда Бархары. В мае 2000 года педагоги республики, педагоги детского сада приняли участие в смотре-конкурсе на лучший детский рисунок и стали дипломантами этого конкурса. Игрушки, выполненные воспитателем Савиновой Саргаланой Ивановной, рекомендованы Республиканским оргкомитетом к производству. В августе 2000 года Саргалана Савинова приняла участие в республиканской выставке ярмарки «Город мастеров», проведенной во время вторых международных игр «Дети Азии». В 2001 году педагоги приняли участие в научно-практической конференции «Детский сад. Эталон экологической культуры» и заняли первое место в номинации «Лучший дидактический материал». В детском саду обобщен опыт по ознакомлению детей с родным краем, по изобразительной деятельности, по экологии и по театрализованной деятельности. Оздоровительная работа в детском саду ведется под контролем опытного медицинского персонала. Старшая медицинская сестра Мирошниченко Галина Ивановна с 30-летним стажем работы с высшей категорией. Наш детский сад посещают дети из тубконтактов, дети, перенесшие туберкулез внутригрудных лимфоузлов, дети с виражом туб-проб, дети туб-инфицированные. Основным направлением работы нашего детского сада является лечебно-оздоровительная работа, направленная на укрепление здоровья детей и на профилактику туберкулеза. В детском саду проводятся различные виды оздоровления детей. Химиопрофлечение проводим по назначению врачей-фтизиатров детского тубдиспансера. За истекший 2001 год пролечено 20 детей, за 2002 год мы уже пролечили 3 человека.
Профилактика лечения детей, профилактическое лечение детей, состоящих на диспансерном учете у разных врачей-специалистов. Это врачи ЛОР, окулист, невропатолог, хирург. По назначению врачей проводим курсы лечения. Проведение профилактических прививок и проб МАНТУ туберкулиновых по национальному календарю профилактических прививок. Проводим закаливающие процедуры в детском саду. Основным видом закаливания у нас является контрастное обливание ног. Температура 36, 24, 36 градусов, так как дети у нас ослабленные. Также проводим закаливание, так называемая дорожка здоровья. Она состоит из ребристой дорожки, шипастой дорожки и солевой дорожки, гипертонический раствор поваренной соли. Поваренная соль воздействует на рецепторы кожи подошв ног. Происходит раздражение рецепторов, и они взаимосвязаны с внутренними органами. Происходит стимуляция всех внутренних органов ребенка, улучшается кровоснабжение, улучшается обмен веществ организма ребенка. Кроме закаливания контрастного метода, мы еще проводим воздушные ванны. Это ходьба детей в облегченной одежде, в трусиках и маечках. Летом проводим солнечные ванны. Проводится также у нас утренняя гимнастика в облегченной одежде в музыкальном зале под музыкальное сопровождение. Проводится дыхательная гимнастика детей перед подъемом, после дневного и ночного сна. Проводится комплекс упражнений, и затем дети поднимаются. Проводится в детском саду точечный массаж. 9 волшебных точек, так называют их дети, который тоже направлен, точный массаж, на профилактику простудных заболеваний, особенно в подъем гриппа, ОРВИ. Проводим 2 раза в год. Проводится точный массаж 3 раза в день в облегченной одежде. Проводится также полоскание полости рта после каждого приема пищи. Мы этим преследуем 2 цели. Это, значит, профилактика кариеса, а также закаливание. Полощется слизистая полость рта, слизистая гортань. Таким образом, дети получают еще один вид закаливания. В детском саду проводится витаминотерапия. Курс лечения 20 дней. Проводим витаминотерапию аскорбиновой кислотой, а также ревит. 1 раз по 1 дрожжинке в день. В детском саду проводится С-витаминизация пищи третьих блюд. 50 мг на одного ребенка. Также проводится фитотерапия. Проводим лечение настоем и отваром трав, таких как ромашка, календула, шалфей, чебрец, корень солодки. Проводим лечение этими травами. Также применяем чай поливитаминный, тонизирующий, отвар шиповника, особенно в летний период. Отвар шиповника, чай поливитаминный. Затем проводим физиолечение в детском саду. У нас есть физиомедсестра, которая проводит такие процедуры, как ингаляции настоем и отваром сбора трав, а также УФО, тубус кварц. Курс лечения 7 дней. Берутся дети, часто болеющие, группа ЧБД, дети по назначению врачей-специалистов из диспансерной группы, а также остаточное явление простудных заболеваний у детей. Проводится в детском саду ЛФК, лечебная физкультура. Инструктор ЛФК работает по плану детям с нарушением, с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Это плоскостопие, нарушение осанки, сколиозы. Проводятся курсы лечения в течение всего года. Проводится контроль за проведением физкультурных занятий с определением пульсограммы, хронометраж проводится. Плотность физкультурного занятия, моторная плотность, составляет 70-80%, общая плотность 80-90%. По окончанию занятия проводятся итоги занятия, подводятся и делаются замечания, если есть нарушения. Проводится профилактика гриппа, особенно в период подъема, это весной и осенью. Даем дибазол по возрастной дозировке, элеутерокок, 2 капли на год жизни детей, интерферон, закапывается в носовые ходы. Даем детям напиток «Золотой шар» в течение месяца, смазываются носовые ходы оксалиновой мазью и другие меры.
Особое внимание в нашем детском саду уделяется питанию, так как главным в лечении и профилактике туберкулеза является полноценное, хорошо сбалансированное питание по белкам, жирам и углеводам. Нормы питания в нашем детском саду повышенные. Я приведу примеры. В обычном детском саду мясо 100 грамм, в нашем 160. Молока 500 грамм, у нас 700. Творог 40-70. Сметана 10-25, сыр 10-15. Особенно важно фрукты. В обычном саду 60, в нашем норма 350 грамм. Стараемся соблюдать нормы питания. Имеется в детском саду картотека блюд. И стараемся работать над этой картотекой, разнообразить питание детей. Также проводится в детском саду санитарно-просветительная работа. Проводим лекции, беседы, выпускаем санлистки. Имеются у нас уголки здоровья, работаем с персоналом, с родителями, а также детьми детского сада. В 2001 году наш детский сад занял первое место на городском смотре-конкурсе санлистков и брошюр. Мы выпустили брошюру детскую «Как победить злого туберкулеза». Брошюра издана в доступном для ребенка восприятии материал по туберкулезу. Также проводим беседы с родителями на темы заболеваемости туберкулезом, профилактики. В основном темы санитарно-просветительной работы у нас идут по здоровому образу жизни. Проводим беседы за круглым столом с молодыми семьями, а также проводим беседы дома, в семьях, которые требуют особого внимания. По итогам 2000-2001 года детский сад занял призовое место в городском смотре-конкурсе на лучшее медицинское обслуживание. Галина Ивановна Мирошниченко награждена почетной грамотой «Лучший медицинский работник ДОУ». Сегодня у нас в гостях мама наших воспитанников Ислама и Карима Нургатиных. Мои дети, Карим и Ислам, ходят в этот детский сад 3 года. Мне очень нравится, как здесь занимаются с детьми. Тихо, не разговаривай ничего. Ты спокойно, вам тебе надо говорить спокойно. И можешь Галина. Сегодня у нас в гостях мама наших воспитанников Карима и Ислама Нургатиных. Мои дети, Карим и Ислам, ходят в детский сад 3 года. Мне очень нравится, что здесь большое внимание уделяется здоровью детей. Проводится закаливание, точечный массаж, каждый день прогулки на свежем воздухе, физкультурные занятия. Здесь хорошее питание, мои дети стали меньше болеть. Очень внимательные воспитатели, дети с большим желанием идут в детский сад. Еще мне нравится, что детей готовят в школе, учат читать. Мои дети узнали очень много нового, научились лепить, рисовать. Я уверена, что когда мои дети подрастут и пойдут в школу, они будут учиться хорошо, благодаря нашим воспитателям и сотрудникам детского сада. Большое спасибо всем сотрудникам этого детского сада. Ну все.